Недельная глава Толдот, урок 1. Глава говорит о Ревеке, которая была бесплодная, и Бог услышал молитву Исаака, праведника, который молился, приходил в поле, размышляя в молитве своей, умоляя Создателя, Творца, дающего жизнь всему, ибо все им движется и существует, как сказано в Деянии 17:28. Исаак молился к этому Богу живому, дающему жизнь, и Бог услышал, и зачала Ревека, жена его, и родила 2 сыновей, Исава и Якова. Итак, мы видим, что Исав стал человеком плотским, а Яков духовным человеком. Мы в предыдущих главах говорили, что Ревека прообраз Мессии. И вот она также в этой главе является прообразом своих сыновьях. Исава плотского человека, а Иакова духовного человека, и указывает на 10 дев, 5 из них немудрые девы, которых светильники погасли, ибо жили жизнью Исава, жизнью этого мира плотского, материального. А 5 мудрых дев, в которых светильники горели, ибо они жили жизнью Иакова, соблюдали и учили Тору, поэтому и вошли в духовный мир, как сказано, Матфея 19:17, Матфея 25, Откровение 22:14, что именно входят в этот мир духовный, соблюдающий законы Божьи, заповеди Божьи. Исав означает в духовном аспекте это наш материальный мир, который лежит весь во зле, как сказано 1 Иоанна 5:15, а также в духовном понимании Исав рассматривается тело, которое продано греху. Поэтому те, кто являются сынами Исава, то есть сынами века сего, они заботятся только о материальных ценностях, о благополучии земной жизни. Они люди плотские, душевные, которые именно не понимающие духа духовное, они презирают и почитают духовное безумие. И вот они-то и есть эти 5 немудрых дев, у которых сказано, светильники погасли, и они 5 возвращаются в этот мир материи, забыв предыдущую свою жизнь. А праведники, которые, как Иаков, стремлясь к духовным ценностям, изучая Тору день и ночь, познавая ее в духе и совершенстве, становятся мудрыми девами, которых жених Мессия именно забирает, открывает двери царства для них, и они входят в духовный Иерусалим, Евреям 12:22. И оттуда они уже больше не выходят вон, как сказано Откровением 12:21. Они больше не возвращаются в эти земные тела, в этот материальный мир. Больше они сюда не приходят. Поэтому они остаются вместе с женихом, там, который ведет их в духовных мирах, именно на эти источники живых вод, как мы читаем в книге Откровения. А те немудрые девы, которым именно является в символике Исав, который плотский человек, символ нашего внешнего тела и материального этого мира, греховного, земного, плотского. И вот эти немудрые, которых погасли светильники, ихние души погасли, то есть они не переходят в духовные миры, они опять как негодная рыба, о которой Иешуа говорит в Матфея 13 главе, Царство Божье подобно неводу, закинувшие именно сети, и хорошую рыбу забирают. Это мудрые девы, эти праведники, которые жили жизнью именно Якова, соблюдали заповеди Божьи, им дается переход в духовные миры, и они более уже не выходят оттуда в этот мир материи. А вот плохая рыба, сказано в притче, выбрасывается вон. Это дети Исава плотские, которые именно не достигают духовных именно миров. И опять возвращается сюда
в новые тела через реинкарнацию, но при том светильник их погас, то есть именно потух, они забыли прошедшую свою жизнь, то есть забыто у них, и начинают новую жизнь, которую Бог по милости не спосылает им, дает им новое рождение именно в теле, как и наша недельная глава Толдот, родословия, и вот дает им вновь через эту линию родословную воплощаться и достигать именно духовных миров. И до тех пор, пока они не станут Иаковом, не достигнут того важного духовного стремления, как отец наш Авраам и Сара стремились к лучшему, к небесному, но будут стремиться к этому земному, они будут опускаться вновь и вновь в этот земной мир, мир материи, где земные тела, где именно Иов говорит в 5 главе 7 стихе, человек рождается над страданием, где вся причина всем страданиям, войнам, где все здесь происходит зло и так далее. Поэтому именно Тора учит нас, что мы здесь могли осознать, прийти в себя, прежде нежели мы вкусим страданий. Как говорится о блудном сыне, проточил все, что дано было ему отцом, духовно всю проточил, и допустился до того, что пришлось ему есть то, что едят нечистые животные, свиньи, но возвратился через шубу к Богу. Поэтому сегодня я призываю те, которые не вкусили духовности, прошу, чтобы вы искали прежде всего, как наш учитель Машиах говорил, прежде всего Царство Божие, духовности, правды Божией искали и были блаженны, и тогда насытитесь правдою, и эта правда приведет вас в вечные обители. Да благословит вас Господь на этом восхождении вашей души. Аминь.